Есть как бы у нас такие блоки, где можно столкнуться с мошенником. Это интернет, если я покупаю, если я вхожу в сайты какие, даже официальных институций, банки какие-то, тоже могу столкнуться с мошенниками. Если получаю звонок, если получаю смс-женутку, это не гарантия, что вы получили смс-женутку с той институции, которой там написано. То вот сегодня у нас такая как бы встреча, чтобы я вам рассказала, какие признаки, что это мошенник. Это у нас в Литве мошенничество по топу преступлений есть в 3-м месте. Первое место кражи, второе насилие в семье, а 3-е есть мошенничество. Это как бы такое преступление популярное, с которым может столкнуться даже каждый человек, получить такую ситуацию. Это у нас в Литве в прошлом году 5000 преступлений. Но как бывает одно дело, но в том деле может быть не один потерпевший, может быть и 20 потерпевших, и 100 потерпевших. Да это только такая цифра, только дел в Литве, 5000 сверхом. Но это насчет мошенничества, но есть и другие статьи, по которым тоже было начаты дела, но не насчет паролей, мимо кражи паролей. Вот так, чтобы они как бы украдет эти пароли и как бы тогда их употребляют, что у человека выбрать деньги. Если вам надо как бы покупать или самому продавать как бы товары в интернете, можете столкнуться с мошенниками. Как можете столкнуться? Вот расскажу ситуацию. Вы продаете товар. Товар может быть, все равно какой, компьютер, что вы продаете, это не зависит, что может преступник или позвонит вам, или не позвонит. Преступник увидел это ваше заявление, он звонит вам и договаривается, что хочет покупать у вас товар. Что он будет просить? Он будет просить, что я вам переведу аванс, а вы перешлите мне свой товар, тогда я вам переведу остаток суммы. И тогда что дальше делается? Преступник, он выманивает этот аванс. Это товар. Он только переводит аванс. Эта сумма, знаете, договориться, если там 100 стоит, я вам переведу 40 евро. И тогда он ваш товар выманивает, и вы полную сумму не получаете. Это один метод. Другой метод такой, что он говорит, я вам заплачу по курьерам. Пришлю я вам сайт, вы там присоединитесь, сведете свои данные, и вы получите за этот товар. То знаете, что курьеры таких услуг не предъявляют в Литве. Если вам нужно какие-то услуги от курьеров, вы сами будете платить, а не курьер будет вам заплачивать за ваш товар. И там, как человек нажимает на этот сайт, у него будет попросить банковских присоединений. Это Smart 1,
он как бы используется насчет присоединения к банку и Smart 2. А Smart 2, запомните, это всегда, чтобы я заплатил сам. А люди это как бы не знают, и они сводят свой Smart 2 как бы присоединиться, но они в то время сами переводят свои деньги этому мошеннику. То это другой метод, что они делают. Тогда, если вы сами ищете какой-то товар в интернете, можете увидеть заявление. Ну, тоже товары может всякие быть, от книг, самокатов или по сезону, там дрова какие. Это может быть разный товар. И они что говорит? Они говорят про то, что давайте, если хотите, покупайте, переведите деньги, и я вам перешлю этот товар или привезу, смотря какого там мера этот товар. И тогда человек переводит эти деньги, и он не получает этот товар. Тоже бывают такие заявления вот насчет машины. Реальная ситуация. Человек ищет автомобиль, видит низкая цена. Он звонит, и мошенник что говорит? Мошенник говорит: ой, мне очень нужны деньги, я продаю свой автомобиль, и я потому его продаю по ниже ценой, и давайте, если хотите, есть другие еще кандидаты, переведите мне аванс, я вам резервирую этот автомобиль. И человек думает: о, какая это хорошая, хороший договор, и он переводит аванс, а потом этот продавец совсем исчезает, и он не отвечает на звонки, и никакого товара человек не получает. Это как можно потерпеть в интернете. Тоже бывает заявления из продаж. Низкие цены. Там телефоны, они стоили 600 евро, а теперь 100 евро. Или какие лейкроджи. Часы, которые стоили 1200, а теперь стоят 100 евро. И люди насчет этого, азарт им берет: надо мне такого товара. И переводит деньги, и эти мошенники собирают. Сколько там отвечают на их это объявление, они эти деньги усваиваются. Да, вот это насчет того тоже можно потерпеть, если вам надо присоединиться или к банку, или вот были Артея, были Электрум, были SVKT, эти страницы поддельные. Что это означает? Означает, что вы присоединяетесь не к настоящему сайту, а к сайту мошенника. И чем отличается? Если вы будете присоединяться к сайту официальной институции, у вас попросит Smart 1, чтобы себя идентифицировать. А мошенника сайт всегда попросите Smart 2. А вот Smart 2, запомните, это в всех случаях вы сами делаете перевод кому-то. И бывает, люди не обращают внимания, даже как просит Smart 2, там бывает даже написано, кому вы переводите деньги. Там бывает заграничное имя, фамилия, но люди на это не обращают внимания, и они собирают свой Smart 2 и сами делают этот перевод. То я вот сказала приметы, так как Артея было, Электрум, Игнитис, тогда SVKT были.
Было даже вот такие сайты. Была и долговая инспекция, тоже этот сайт поддельный. Что надо делать, то помогает, если я сам набираю название сайта рукой. Потому что у мошенников бывает, что там или точки нету, или там должно быть .lt, а там .eu, или ну вот такие .com. Если вы не обратите внимания, соберете этот сайт, тогда уже вы попадаете в сайт к мошенникам. То сами наберите сначала www.shvedbank.lt. Ни в коем случае первое не выбирайте, как Google выбрасывает там наверх. Бывает, мошенники заплачивают эти бонусы в интернете, и их сайт вы, Ишкеля и Пермовет поднимается вверх. И люди думают, если уж в самом верху, то этот верный сайт, а другие там бывают не такие. То это большая ошибка, если будете так делать. Вот сами рукой набрали, тогда Enter, и вот тогда уже знаете, что я в этом официальном сайте. Ну, я как вам показывала, как можно потерпеть насчет каких продуктов. Это была угроза насчет войны в Украине, консервы было очень популярно, эти колонки, золото даже, или это одежда. В Винтеде можно потерпеть, там бывают эти сайты, которые тоже выманивают у людей эти банковские присоединения. Это тоже надо очень все смотреть. Это реальный пример. Это было в Фейсбуке. Что распродажа? Это распродает почта литовская, что эти сюнтос, как сказать, посылки, которых не отсеями, что не взяли, да, те, которым посылали эти посылки. И что вот их распродает по 2 евро. Ну, смотрите, если почта, они таких не может делать. Если кто-то не отобрал ссылку, то почта тогда вернет эту ссылку тому, кто ее посылал. А почта вот таких распродаж не делает. Это можно таких вот примеров найти в интернете. Еще скажу, у нас есть сайт Virtualus Policijos Patrulis. Он так и называется. Там есть, где наши полицейские объявляют с примерами, какие там примеры вот обнаружили в интернете. То можете тоже следить этот сайт Policijos Virtualus Patrulis. И там будете видеть, какие теперь идут эти мошенничества, самые новые. Я рассказываю про всех, но самые новые там в этом Policijos Virtualus Patrulis. Мы тоже имеем 2-го комиссариата, в которой территории вы, ваше это учреждение, то мы тоже имеем сайт Vilniaus Antras Policijos комиссариатас. То тоже там объявляем мы информацию. Ну вот, это пример с виртуального полицейского у нас. Видите, Lidl объявляет, что часы, которые стоили 1000, чуть не 200, а стоят теперь 129 евро. Это объявление мошенников. То вот таких, что можно сделать? Но если я увидел такое заявление, я могу найти официального Lidl телефона в интернете и могу позвонить. Или вы объявили про такую распродажу. И вот тогда вы получите верную информацию, есть такая распродажа или нет. Но здесь, знаете, такой сигнал, очень низкая цена. Этот сигнал, что это что-то не так.
Надо тоже посмотреть в рынке, сколько стоят такие часы, или реально эта цена. Может там различиться, 50 евро, смотря если дорогая, там, но если уже очень большое различие, тогда уже это сигнал, что это мошенники. Ну, вот это пример насчет освейкаты. Эти как бы страницы, они совсем не отличаются от официального, и это мошенников страницы. Только различие, я говорю, что просит Smart 1 и Smart 2 у мошенников. У официальных только Smart 1 будет просить у вас. Кто с банк-генераторов код может просить, там биометрика, с кем можно сделать перевод в интернете. Эти данные они может выманить. Тоже выманивает, если вот вы покупаете или продаете в интернете банковских карточек данных. Это CVV и дата действия карточки, потому что если вы сведете эти данные, вы можете как бы делать покупку. И если они выманивают эти данные, они могут с вашей карточки данных делать эти покупки. То это бережите. Это, как бы тоже мы должны беречь. Другое мошенничество, форма, это мошенничество инвестициями. Как эти мошенники, что они делают? Вы можете в интернете увидеть тоже такие заявления, что как быстро стали туртингайс, богатыми, там, известные люди, Сабони, Шимоните, музыканты наши литовские, и как мы не знаем какую-то тайну, и они могут только открыть. И там бывают какие-то активные слова, которых, если нажмете, там парышко, с которых можно пильдити, да, можно заполнять эти заявления, что тоже инвестировать в платформы. Но я скажу, что побольше, потерпляют русскоязычные, потому что вот потом еще буду говорить про мошенничество звонками. Это, чуть не 100% мошенники звонят по русскому языку, и который отвечает по русскому, и они думают, что так должно быть. Но теперь вернемся к инвестиционному. Это вот эти как бы заявления, чтобы я бы стал богатым. И если человек там будет, дометис, то скельбиму, тогда получит звонок. И будет звонить по русскому языку, и они говорят, мы тебе как бы сделаем такую платформу, ты будешь вносить деньги, будешь получать большие проценты, это 20 и побольше процентов, и они этому человеку, сукуря. Создают эту платформу, тогда человек вносит эти деньги, и он видит, как эти деньги растут, и человеку растет азарт. И человек вносит эти деньги, вносит, уже когда заканчиваются эти деньги, человек говорит, хочу выбрать свой уже там, что выросло мне. Тогда мошенники тоже просят, давай еще внеси, если ты будешь вынимать, там надо заплатить администрационный мокестис, не знаю, как сказать, взнос, и тогда тебе будет побольше. И люди, бывает, берут даже долги, эти пасколос, и чтобы вносить эти деньги. Уже как нечего вносить, тогда говорит, хорошо, давай мне верни эти деньги, и ни этих денег, ни этого платформы, ничего нету. Было такие случаи, что вот женщина продала квартиру,
и имела где жить, ну, и подумала, что ну, давай инвестирую. Она все деньги внесла в эту платформу, она все деньги потеряла. Там была большая сумма, 94 тысячи евро. Да. Это такое мошенничество, где люди потерпляют по большущим суммам. Другие это есть поменьше суммы, там и в продаже в интернете или звонки, но это инвестиционные уже самые крупные суммы, по которым они потерпляют. Что эти мошенники еще просят? Тоже знаете, чтобы прислать программки. Программки, они просят такие, чтобы управлять вашим компьютером удаленным способом. Если вы пришлите эту программку, это что означает? Что вы передаете мошеннику своего владения компьютера. Они тогда что просят, чтобы вы присоединились к банку, и тогда не видят ваши эти пароли, но не присылайте никаких программ. То вот бывает, вот Шведбанк, если вы обращаетесь, что они попросят? Ну, если хотите употреблять наш интернетный банк, пришлите Шведбанка программку, и вы присылаете Шведбанку. Теле обращается, попросит теле. А эти просят, они диск, телеграм, такие, ну, не как бы... не atitinka pavadinimai, название. Да, ну, как бы название не совпадает, не совпадающие. Это тоже это знаете. А теперь другое мошенничество, кибернетическое мошенничество. Это как бы актуально, которые версленникой. Бизнесмены. Что делают мошенники? Или не только бизнесмены, но и бухгалтеры, которые ведет это, все финансовые переводы делает. Мошенник что делает? Он как бы крадет данные переписывания фирмы с другой фирмы. И он видит, с кем кто общается. И он тогда спровоцирует такое письмо другой фирме, притворяется, что он общался, общается как бы с той фирмой, которая видел, что переписывается. И он говорит, у меня поменялся счет, теперь переводы за товары делай в этот счет. Если вы бухгалтеры, что надо делать? Надо позвонить и удостовериться, или там-то фирма поменяла свой счет. Потому что может это быть и письмо мошенников, которые эти деньги выманят у вас. Это тоже надо знать. Кредитационное мошенничество. Что это тоже? Вам надо знать, что надо беречь свои данные. Паспорта, asmens tapatybės kortelė, личная гражданская карточка. Потому что мошенники, бывает, притворяются фирмами. Ну, идет по домам и говорит, там, draudimo агентас или... страховой агент или другой какой-то, и он просит, предъявите свое, как бы, паспорт или карточку, и он собирает эти данные. И как он собирает эти данные, они знают, где можно взять пасколас, как сказать, может взять кредит в фирмах, и тогда по вашим данным набирает эти кредиты. То вот не предъявляйте документы, не зная, кому вы предъявляете. Если вы сами обращаетесь, идете в страховку, чтобы там вам продлить или сделать какой-то договор, вас попросят, а вы там предъявите. Но если вы дома
и приходит какой-то человек, хоть и имеет какую-то карточку, вы проверить не можете, или этот человек точно с этой фирмы или нет. То таким людям свои данные не предъявляйте. Потому что были такие случаи, что вот одна женщина, она так прошлась по квартирам, собрала данные и набрала кредитов. Кредитов-то была большущая сумма по 1 миллион евро. Потом тот человек получает с фирмы, что вы не платите кредит. А как я плачу, я ничего не подобрала. Романтические мошенники. Что такое романтические мошенники? Ну вот, расскажу ситуации. В интернете получаете запрос «дружить». Это может быть женщина, может быть мужчина. Но то если вы сама женщина, получите от мужчины. Если вы мужчина, получите от женщины. Ну, там профиль видите один, а за этим профилем совсем другой сидит человек, мошенник. И он имеет цель, чтобы у вас выманить деньги. Что он делает в этом случае? Его цель, чтобы вы ему начали доверять. Начинает общаться, как бы насчет чего всего потыкают, я не знаю, как сказать. Но делает все, чтобы вам угодить. И он это все делает. И как уже видит, что вы доверяете ему, он говорит: ну я в тебя влюбился и хочу приехать в твою страну. И вы ждете тот момент, тот день, когда он прилетает в Литву, и уже час-два часа, как он должен вылететь с своей стороны, и вы получаете женутку, что я попал там в аварию, меня обокрали, сбили, и уже самолет, я не могу вернуться домой, можешь помочь мне 200 евро перевести, я тебя верну, как вернусь в свою страну. Ну и человек что делает? Бывает, спасает. Это одна версия, что хочет, говорит, другая версия, что я тебе пришлю какой-то дорогой подарок. И вы ждете этого подарка, тогда получаете ишмуйтинес. Из таможни, что ваш этот посылок задержан, что надо истаможнить и что надо заплатить там 200 евро. Если вы знаете, что там подарок дорогой, 1000 евро, бывает люди платят это 100-200 евро, что просит, и так выманивает деньги. Поделочные, да, что там они притворяются таможней, но там тот самый мошенник, который говорил с вами. Это другая версия. Третья версия, что он притворяется бизнесменом и что уже вам доверяет и просит: можешь ты мне помочь в моем бизнесе? Чтобы перевести деньги, я тебе тоже чуть заплачу. И тогда бывает, люди стягиваются, но они как эти пенегу-мулы, как сказать. Денежная Пенегу-мулы. Это что означает? Мошенник просит у потерпевшего перевести деньги. И он переводит один счет, а вы переводите в другой счет. Но они так прячут эти деньги от полиции, чтобы не нашли их. Втягивает вот этих женщин и мужчин, чтобы они чтобы участвовали в бизнесе, но в самом деле они участвуют в мошенничестве. Это другая версия. Еще версия для пожилых, тоже потерпляете пожилые женщины 70 и 80 лет, которые переводят деньги, говорит, что я там помогаю людям в Африке, медик, лечу, мне нужны деньги. Или в моей там семье тоже есть кто болеет, но нужны деньги, можешь ты мне помочь.
и эти люди переводят им деньги и так, ну, спасают. Но это, ну, как бы мошенники, они играют с чувствами человека. Это романтическое. Тогда звонки. Это насчет звонков. У нас в Литве притворяется много кем. Ну вот дам послушать самый новый звонок. Это я сама ответила. И я отвечаю на литовском, мне сразу на русском. Но это притворились Игнитисом. Клаусau? Алло, да, здравствуйте. Это Игнитис. Меня зовут Александр. Связались касательно... Что? Слушаю, что вы хотите. Да, связались касательно проверки счетчиков электроэнергии. Хотели узнать, на какой день и время сможете принять мастера. Мастера? Какого мастера еще принять? Мастера, специалиста, электромонтера. Чтобы технически, диагностический осмотр, проверить на наличие пломбы в этом роде. Не поняла, какой мастер? У меня все в порядке? Ну и сразу он положил трубку. Смотрите, в Литве он сразу говорит на русском. Но в Литве так не может быть. Если вам звонит Игнитис, банка какой, Электрум или какие-то инстанции, они сначала будет говорить на литовском языке. Если вы не говорите по-литовскому, тогда может перейти и говорить на русском языке, если умеет этот работник русский язык. Но вот так, как здесь вы слышали, сразу я отвечаю на литовском Клаусau, а мне на русском Игнитис, и вот счетчики проверять. Это самый первый признак. Чем они бы не притворились, они меняют. Вот теперь Игнитисом, а в другой день совсем другим они притворяются. Но кем притворяется, чаще всего банк, полиция, это всегда участвует. Но это только ловушка. Это только ловушка. Они притворяются и теледу, бите. Это как бы они смотрят, как я доверяю им. Если я бы им ответила, давайте придите, будет другой звонок или из банка, или из полиции, вы говорили с мошенниками. Что вот смотрите, надо теперь ваши обсауготи защитить ваши деньги, потому что мошенники там перебрали ваши присоединения, надо блокировать, и тогда, если притворяется полиция, мы соединим с банком вас, тогда банк что просит? Банк, давайте вы сведите свои смарты, теперь мы заблокируем. Знаете, что банк сам может заблокировать без каких смартов ваших. Банку этого не нужно. Мошенники в всех случаях будут просить, чтобы вы свели свои смарты. Это, знаете, это самое главное различие. Полиция, если устанавливает, что там-то у вас поврежден счет, мы не имеем такую функцию, мы вас соединим с банком. Что полиция скажет? Позвоните банку, чтобы вас заблокировал ваш счет. А здесь, есть пример на литовском языке, они даже такие, что, знаете, как банку звоните, есть там мелодия такая, как вы ждете, и вы это слышите. Полиция не имеет такую функцию соединять вас с банком. Нет. Это тоже самое главное различие. Что еще они просят? Переведите деньги в другой счет, мы так охраним. Полиция так не делает. Или говорит, снимите деньги, чтобы мы сделали экспертизу.
Ну, полиция, ну, если хочет охранить ваши деньги, ну, полиция вам скажет, заблокируйте, они уже защищены ваши деньги. А здесь просят, снимите, передайте, полиция, будем хранить, будем экспертизу делать. Тогда передайте банковские карточки. Вот как говорила, карточки, эти данные, их надо беречь, этих данных. А в этом случае они, как говорится, что мы так хотим охранить вас. Банк заблокировал уже все, обсаугота, не знаю, как сказать, защитено. Только не зафиксируйте, что так должно в всех случаях быть. Но это они в одном случае банком, в другом полицию, игните с теля, там звонит, надумает еще других фирмов. Но это как бы ловушки, которые, чтобы люди не опознали. Это один метод. А тогда еще было, теперь уже притихло, но много этих пожилых, потерпело людей. Звонит, женщина плачет по-русски. Ой, мне в аварию попало мне. И люди перевели деньги. Старенькие передали деньги, и они не опознают, как плачет, не опознает своего близкого. Что надо делать? Вы со своими родителями тоже поговорите, если будет такая ситуация, ни в коем случае не передавать деньги. Но полиция не просит, они притворяются или адвокатом, или полицией, что надо возместить там ущерб, потерпел человек, он в больнице, надо операцию делать. Если была бы такая ситуация, вот подумайте, происшествие на дороге, в том случае приезжает полиция, начинает дело уголовное, и тогда уже в уголовном деле выясняет, какой ущерб сделан. Тогда бывают эти исковые заявления, какой ущерб сделан. Это бывает весь процесс. А так, что давайте передайте деньги, чтобы не было уголовного дела, это уже как нечестный путь вам предлагает. То надо говорить с пожилыми людьми, чтобы не в стресс не подались, а закончить разговор, позвонить своему близкому и спросить, или тебе что-то случилось. Бывают тоже такие случаи, что близкий не отвечает сразу, или там работа, или что-то, не делать никаких шагов. Это самое главное. Тогда СМС-женутки. Можете получить с банка, долговой инспекции, суда было, с почты. Может все сказать. И там бывают такие ситуации. Если из банка, что у вас есть какой-то долг, что-то нехорошо, и тогда нажимаете на сайт. Если человек присоединяется, тоже будет просить Smart 1, Smart 2. И ведете, будете сами, потерпеете сами. Тогда долговая инспекция, что у вас какой-то штраф, побольше информации, сайт нажмите. Тогда, если суда у вас есть какое-то сообщение, больше информации, нажмите сайт. Что надо делать, если вы получили такую женутку? Найдите официальный телефон, с кого получили. Если с банка, банковский телефон. Если с долговой инспекции, но ни в коем случае какой телефон в женутке. В интернете находите сами и звоните по тому телефону и спрашиваете, или вы мне присылали такую женутку, или у меня есть какие проблемы в банке, или я получил какой штраф, или в суде какое сообщение есть. Потому что люди получают, и они
такой стресс впадает. Ну, что-то я там надела, или скорость повысил, получил штраф, и в суде что кто-то на меня обратился. И как этот стресс, ему как бы интересно посмотреть, ну, что такое там есть. И тогда он нажимает, и бывает, что потерпляет. Если с почты, тоже знаете, что бывают такие совпадения. Я жду посылок и получаю минутку, что моя посылка задержана, и чтобы я ее получил, мне надо обновить данные. То вот тоже не нажимайте на эти сайты. И тоже если вы получите такую же минутку, можете позвонить в почту и сами спросить, или какая-то проблема с моей посылкой. Потому что они тоже имеют такие превенционные отделы, которые тоже смотрят, потому что их имя как бы, и они тоже присматривают эту erdvē, kaip čia pasakyti, пространство присматривает. Тогда вы получите верную информацию. Эти как бы письма бывает тоже мошенников, они притворяются банком, чтобы данные обновили, насчет незаплаченных долгов, судом, прокуратурой. Вот было новое такое в почту, даже я сама получила в полицейскую почту. Вот смотрите, все банком притворяются, что надо, там директива какой они там как бы, как водовауясь, как сказать, руководствуется какой директивой, и чтобы обновить данные, нажимаете на эту кнопку эту. Это вот с моей почки. Вот там патруль этот виртуальный, я сама получила, тоже скопировала здесь. Вот это тоже было судом притворились, но надо обратить внимание. Знаете, как в литовском языке, как ты пишешь, есть такая логика, стили такие, а здесь как перевод видно. Даже таких нет парейгу, как сказать, обязанностей. Здесь полицейский директор, а у нас генеральный комиссар. А здесь они пишут полицейский директор. Видели в интернете, там перевели, и очень отличается это. Это насчет порнографии, что вы пересылали порнографию, вам теперь такое судовое... это как бы такие примеры. Как бы и все вам рассказала насчет мошенников. Так как бы пожелаю, чтобы берегли свои как бы данные.